Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск. Сегодня в начале о главных событиях. Интеграция языка в цифровое пространство. В научно-исследовательском институте прошла конференция, приуроченная ко Дню осетинского языка и литературы. Высадка миллионов саженцев продолжается. В первой школе прошла акция «Сад памяти». Профессия повара-кондитера в Цхинвальском многопрофильном колледже студенты получают не только знания, но и вдохновение. Сохранение культурного наследия и интеграции современных технологий в изучении родной речи. Об этом говорилось на научно-практической конференции, приуроченной ко Дню осетинского языка и литературы. По теме «Значимость интеграции языка в цифровое пространство» были представлены доклады. Стелла Бязрова подробнее. Сегодня в актовом зале Юго-Осетинского научно-исследовательского института имени Ванеева прошла научная конференция, приуроченная ко Дню осетинского языка и литературы. В мероприятии приняли участие ведущие ученые, филологи и исследователи. С приветственным словом к участникам обратился директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института Роберт Гаглоев. Он подчеркнул значимость сохранения культурного наследия и интеграции современных технологий в изучении родной речи. Ja nisam ni mogu. Man aşıbımda yerattı. Ambirte derse, ambirte. Geristem ama nuzajı kamavottam bana uşukuri ma. Şumda rombaptan kayma derse. Bunda after vira derse şave televizyonda stek harajı ambirte. İrono radyosu kazağına jurun filda. В ходе пленарного заседания выступили ведущие специалисты института. Одна из самых обсуждаемых тем – интеграция языка в цифровое пространство. Кандидат филологических наук Гульнара Кузаева представила детальный анализ того, как работает система перевода Яндекс при переносе текстов с русского на осетинский и наоборот. ومن يسير خورزينا دويس أما إيرون الزوج أما كولتورا بقى كننا أما راز ما كننا أخوز كيو فلدر آدم كي بازون قاعد استيما وي Яндекс талмацгана система юроневса кайс, вы хоскане нехосканендер, ахорадендер, ама культурон ивдинеттендер. Юроневзак Яндекс талмацгана система ма хост кайрцид, вы ютунга ходгетсал. Вы бонусан курса захка талмацид пайдагунд цаве, программа корпусун лингвистика фалгертит сирон национ корпус арастерцид, веме. Корпус автортесте вилае выдре ране евзак зоненада института ахорганта. Не остались без внимания и классики. Кандидат филологических наук, эксперт в области литературы Алла Бязрова посвятила свое выступление глубокому разбору романа Нафиджу Сойта «Федел Татук». Но прежде чем приступить к основному докладу, она озвучила важную мысль. Несмотря на множество современных вызовов и проблем, осетинский язык живет и будет жить всегда. Залина Догузова, одна из самых молодых и перспективных научных сотрудников в области осетинского языка, тоже представила доклад, посвященный лирическому слогу Нафиджу Сойта. А Майя Бекоева напомнила коллегам об историческом вкладе в науку писателя Чермена Беджзата. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Высадка миллионов саженцев в рамках акции «Сад памяти» продолжилась в первом общеобразовательном учреждении. По словам организаторов российского общественного движения «Волонтеры Победы», высаженные деревья как живое напоминание о каждом герое Великой Отечественной. Подробности далее. В Цхинвальской средней школе номер 1 имени Николая Габараева прошла акция «Сад памяти». Организатором акции является штаб международного представительства Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Южной Осетии при поддержке госкорпорации «Росатом». Акция стартует с 2021 года по всей России. Ее целью является высадка 27 миллионов саженцев в память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Победы. Представьте себе, с 2021 года сажают 27 тысяч
ежегодно. И это инициатива президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Благодарна руководителю волонтеров Победы Южной Осетии Наталье Андреевне Жуйковой, что она именно решила присоединить к этой очень значимой акции нас, учащихся первой школы. Русудан Губозова подчеркнула, что данная акция представляет собой не только экологическую инициативу, но и несет в себе важный символ. Каждое посаженное дерево – это не просто саженец, а живой памятник конкретному герою. Мы посадили 37 туй. Прекрасно вы знаете, когда они вырастут, какая будет красота. Но красота этих деревьев заключается в том, что в каждом вот этом туи-дети будет образ советского солдата, солдата-освободителя, солдат, который прошел всю Европу и по-пластунски прошагал, и пришел к победе. Координатор российского общественного движения «Волонтеры Победы» в Южной Осетии Наталья Жуйкова отметила, что высаженные деревья являются живым обелиском для каждого погибшего героя в Великой Отечественной войне. Такая акция в нашей республике проходит уже во второй раз и с каждым разом набирает все больше участников. Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы почтить память наших героев, которые пали на полях сражений в Великой Отечественной войне. У волонтеров Победы, это у нас новая организация, у нас еще года нет, как мы существуем. Это уже вторая акция «Сад памяти». Первая акция проходила в Большом парке имени Хубулова. Там мы высадили 50 деревьев, и проходила она при поддержке президента нашей республики Алана Эдуардовича Каглоева. Пройдут годы, и этот сад станет живым напоминанием о подвиге советского солдата. Проходя мимо этих деревьев, каждое новое поколение школьников вместе со своими наставниками и родителями будет помнить и чтить героические поступки павших героев. В результате акции территория первой школы теперь стала богаче на 37 молодых туй. Яна Плиева, Регина Черткоева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Профессия повара-кондитера в Цхинвальском многопрофильном колледже у студентов пользуется популярностью. Учащиеся с удовольствием посещают занятия. Количество студентов, решивших обучаться секретам кулинарного искусства, становится все больше. Для получения профессии на отделении повар-кондитер с каждым годом улучшаются условия. Внедряется высокотехнологичное оборудование. Анжела Кукоева расскажет подробности. Здесь не просто учат следовать рецептам, а помогают развивать понимание баланса вкусов, закономерности в использовании ингредиентов и пробуждают творческую интуицию. Профессия повара-кондитера – это не только белые колпаки, но и абсолютно строгий санпин. В Цхинвальском многопрофильном колледже на отделении поваров-кондитеров студенты уже умело чередуют элементы молекулярной кухни. Эгана Алыева переехала в Южную Осетию из Ставрополя и сразу же поступила в колледж. Из всего разнообразия предлагаемых творческих направлений она выбрала кулинарное искусство. Мы готовим бестроганов. Для этого мы обжариваем мясо и отдельно также пассируем муку. Аделина, перемешай, пожалуйста. И потом мы их соединим и будем тушить в сметанном соусе. Профессионалы своего дела, преподаватели – это основа качественного образования и залог того, что студенты получат не только знания, но и вдохновение, отмечает Эгана. Я после 9 поступила, и из-за этого я уже второй курс здесь учусь. Мне очень здесь нравится, замечательные преподаватели. Благодаря им многому я здесь научилась. Вот уже у нас второй семестр, как практика здесь проходит, так что все замечательно. Обучение по профессии повар-кондитер обязательно включает в себя обширный теоретический блок, а учебная практика помогает закрепить полученные знания. Федеральный стандарт u ochemzadanyme szyderkome sorozuj korkej, ja midek pomono cinko, ma nemenkawek duwe gorniry. I w dziu grupoje gornir inne to холсорей, овощной. Эмма Бежанова, преподаватель колледжа, инженер-технолог общественного питания, организует работу кухни и контролирует качество сырья и блюд. Контроль за соблюдением санитарных норм. Производство это сложная трудоемка. Фала мох тернем шемейсный борзен кенем май курзой, а то тинг зардеройге кушча. Именно нам на роодунтей
даже школа, садик, Цхинвальский многопрофильный колледж функционирует уже 16-й год, и за это время здесь идет совершенствование условий работы, в том числе и на отделении повар-кондитер. Улучшаются условия приготовления блюд, внедряется высокотехнологичное оборудование. Тынгрой гундастан, вортанам тынг джабах пештаи, даже массово шдар корозам, ваттернанис юганджунайджис фешам вира. Люди приходят в эту сферу по большой любви к кулинарии, с желанием творить и создавать. Хажер в основном орстон десерта, кондитерский вариант тынгшама зардаму, торты тайкотто, пирожные-та, вот. Нама фитчого захорканенам, матынгша мазардама, что аша профессоров зарстун, ордамар боштани минна, мазарда тынгша, ахорганджитадар, в дальнейшем балын уишейльма, что канонистом, макусунов. После учебной практики студенты проходят производственную практику, которая является обязательным этапом обучения и направлена на получение профессиональных умений и опыта деятельности на предприятиях. Анжела Кукоева, Рауль Кочев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. При поддержке Русского дома в Южной Осетии в Госуниверситете состоялась встреча студентов с директором Красногорского спортивно-патриотического клуба Ильей Шадриковым. Под руководством специалиста по боевым единоборствам несколько лет реализуются масштабные программы. Так, в начале года студенты приняли участие в акции «Быть здоровым – это модно». В ходе встречи были представлены видеоролики о деятельности клуба. Эльвира Тибилова обо всем подробнее. В Юго-Осетинском государственном университете имени Александра Тибилова прошла встреча студентов с директором Красногорского спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Ильей Шадриковым. Встреча была организована при поддержке представительства Россотрудничества в Южной Осетии. Глава представительства Сергей Комиссаров отметил тесное сотрудничество Русского дома и Госуниверситета, активное участие студентов во всех спортивных мероприятиях. В феврале текущего года студенты ЮОГУ очередной раз стали участниками акции «Быть здоровым – это модно». Уже 3 года к ряду в феврале месяце Юго-Осетинский университет поддерживает всероссийскую и даже международную акцию «Быть здоровым – это модно», когда мы на ступенях перед входом обливаемся, присоединяемся к общему флешмобу. Южная Осетия, наверное, чемпион не только по героям Советского Союза на душу населения, но и по выдающимся спортсменам, по тем, кто берет первые места, победы и в Олимпиадах, и в чемпионатах мира, в чемпионатах Европы, в российских статусных соревнованиях. Вот сегодня Илья Сергеевич приехал в Южную Осетию, чтобы воочию увидеть тех, кто принимал участие в этом мероприятии. Илья Шадриков – специалист по боевым единоборствам. Под его руководством уже несколько лет реализуются масштабные программы, в их числе организация спортивных турниров, патриотических мероприятий для подрастающего поколения, допризывная подготовка молодежи. Шадриков служил в рядах антитеррористического подразделения «Альфа» ФСБ России. Участвовал в спецоперациях с 2008 по 2011 годы. Клуб «Ярополк» я создал еще служа в подразделении, потому что мне захотелось сделать что-то не похожее на все остальное, если брать какие-то секции единоборства. А ключевой момент, наверное, когда я видел уже молодежь, я понимал, что у молодежи детство не то, как у меня. Вы, наверное, сами знаете. Кстати, вот в южных регионах еще сохраняются эти ценности, что очень радует. Илья Шадриков представил несколько видеороликов, повествующих о деятельности клуба, масштабной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно» и других проектах организации. Клуб «Ярополк» существует с 2011 года. Организация объединяет людей, стремящихся к здоровому образу жизни и акцентирующих внимание на спортивно-патриотическом воспитании молодежи. И я захотел создать альтернативу улице. А чтобы не было это вот таким, как бы равняясь смирно, все как в армии, то есть у нас в любом случае присутствует какая-то доля юмора, что-то еще. В принципе, на наших мероприятиях
мы стараемся какой-то, скажем, экшен добавить и сделать. В Южной Осетии Илью Шатрикова знают благодаря инициативам, реализуемым при поддержке Русского дома в Схинвале. Так, в прошлом году в Южной Осетии состоялся турнир по единоборствам «Герой Отечества», посвященный памяти Героя России, участника специальной военной операции Радислава Хугаева. В ходе встречи Шатриков также ответил на вопросы студентов. Они, в свою очередь, поблагодарили общественного деятеля и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Эльвира Тибилова, Алим Бетеев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Константина Кочиева собрал более сотни участников в Заусском районе. Самбисты показали хорошую спортивную форму и интересные бои. Судьи отметили потенциал ребят и важность мероприятия в целях объединения юных спортсменов обеих частей Осетии. Зарина Кочиева продолжит. В Заусском районе прошел турнир по самбо памяти Героя Советского Союза Константина Кочиева. Ежегодные соревнования собрали более 100 молодых самбистов с севера и юга Осетии, которые с большим азартом боролись за звание сильнейших. На торжественной церемонии открытия глава администрации Заусского района Ванда Тибилова отметила значимость мероприятия и поблагодарила организаторов и участников спортивных состязаний. Самбо – это не только вид борьбы, это основа физического и духовного воспитания человека. Я желаю вам всем удачи. Заслуженный тренер Российской Федерации, ветеран спорта Южной Осетии пожелал успехов всем командам и рассказал о подвиге и героизме достойного сына Осетии Константина Кочиева. Он также отметил, что благодаря таким мероприятиям удается передавать из поколения в поколение память о героях нашей страны. Заслуженный тренер Российской Федерации Юрий Хугаев выразил надежду, что в будущем юные спортсмены станут побеждать на чемпионатах мирового уровня. У наших ребят для этого есть все возможности и, самое главное, огромный потенциал. Он отметил и важность того, что соревнования объединили юных спортсменов с обеих частей Осетии. Участники соревнований продемонстрировали зрелищную борьбу. Ребята показали все свои навыки и хорошую физическую подготовку. В завершении победители и призеры были награждены грамотами и кубками. Анжела Кукоева, Зарина Кочиева, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, дождь. В Знаурском районе днем плюс 12, ночью 8 градусов тепла. В Заусском районе днем плюс 11, ночью плюс 8. В Братиквайса днем 10 градусов тепла, ночью плюс 7. В Ленигорском районе днем плюс 14, ночью плюс 10. В столице республики в Цхинвале днем 12 градусов тепла, ночью плюс 9. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуева, желаю вам всего доброго и до свидания.